и поиграть, и посоревноваться в различных конкурсах, и поучаствовать во флешмобах. То есть вот такие интересные соревновательные мероприятия. И вот здесь на слайде ряд конкурсов, они очень популярны у ребят. И очень многие с удовольствием участвуют в этих конкурсах. Вы их, наверное, знаете, это традиционно, тем не менее, всегда детям очень нравится. Конкурс рисунков на асфальте, конкурс рассказов «Мои добрые поступки», где ребята рассказывают, что хорошего они совершили. Конкурс в стране литературных и мультяшных героев. Ну, это соревнование команд. Детки придумывают вопросы своим соперникам по сказкам, по мультикам, и выигрывает тот, кто лучше ответит на вопросы. Конкурс «Мы командой рисуем плакат», это понятно, совместно команда рисует плакат на заданную тему. Конечно же, без правил безопасного поведения летом нельзя, и мы напоминаем деткам, и какие-то мероприятия мы проводим. Все-таки это важная часть, наверное, работы. И вот такая форма, как благотворительный конкурс, может проводиться в различной форме. Ребята могут писать письма с пожеланием здоровья, успехов деткам, которые, например, на лечении в стационарах находятся, ну и так далее. А теперь я бы хотела рассказать об опыте. Большой долговременный опыт у нас существует в библиотеке по работе с детками. И начнем мы с 1 июня, с Дня защиты детей. Традиционно уже каждый год у нас проводится выставка-продажа детских творческих работ участников республиканского этапа международного фестиваля «Детство без границ». Вы, наверное, знаете об этом интересном конкурсе детского творчества. Очень многие ребята из различных городов и районов республики принимают в нем участие и курируют у нас в республике это движение Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми. И вот у нас с этим общественным движением очень тесная связь. Уже начиная с февраля работы со всей республики поступают к нам в библиотеку. А хочу сказать, что конкурс этот по различным номинациям творчества. Там есть и научно-исследовательские работы, не только прикладное творчество. Собираются жюри, оцениваются работы, и лучшие из них попадают на всероссийский этап. Вот хочу сказать, что наша республика очень хорошо представляет себя на всероссийском этапе. В Москве очень многие занимают действительно высокие места. Дальше. Работы, которые не попали у нас на всероссийский этап, остаются у нас в библиотеке. Вот вы видите, у нас выставка, где все могут увидеть, познакомиться с детскими работами. Она проходит до 1 июня. И 1 июня мы выходим на улицу. Обычно замечательный день летний. И у нас такая благотворительная выставка-продажа. Много интересных работ. Волонтеры нам помогают, ребята, опять-таки. И все средства, которые мы выручаем, идут опять-таки на благотворительные цели. Обычно мы покупаем игры, канцтовары и книжки для игровых комнат детской республиканской больницы. Они очень благодарны, ребята. Ну и вот такое хорошее, нужное дело. Да, действительно, это очень востребовано. И вот скоро у нас будет очередной день, 1 июня, и у нас откроется вот эта замечательная выставка. Нужно отметить, коллеги, что в этот день очень многие образовательные организации, социальные и организации дополнительного образования, они именно вот такой вот благородной деятельностью занимаются, именно благотворительными социальные акциями. Вот такие акции, которые нужны, важны. И не только в нашей стране, но и День защиты детей во всех странах, он как раз вот имеет такую вот благородную основу. Да? Защита, да. И помощь. Да, мы их любим, мы их защищаем, мы их учим всему самому хорошему, конечно, прививаем все замечательные качества, которые мы знаем, что должны у наших детей быть. И вот с 1 июня же начинается в нашей библиотеке тоже замечательная программа юношеской библиотеки «Лето и книга».
Эта программа у нас работает целое лето, и она направлена на обеспечение веселого и умного досуга, чтобы дети летом радовались, учились, творчески развивались, дружили. Ну и вот хочу вас познакомить, видите, вот на фотографиях различные формы да, занятий детишек. Тут и мастер-классы, и чтение, и просмотр мультиков, все. А сейчас вот я вам хочу примеры привести вот таких мероприятий, которые у нас проводилось. Вот на свежем воздухе у нас такая уличная акция проводилась «Время читать». Вы видите ряд мероприятий, которые были в рамках этой акции. Вот это верхняя геймшифтинг, это бродилка. В принципе, дети с подготовительных групп могут в ней участвовать. Это бродилка с кубиком, такая напольная игра. Потом я еще покажу, там будут фотографии, очень интересно. Литературная кухня — это викторина по блюдам кулинарным, которые встречаются в нашем описании в литературе, в книгах. Да, сторителлинг, сами дети придумывают различные рассказы. Косплееры это ребята в костюмах. Очень популярно сейчас, да, направление очень популярно. У молодежи. Они, кстати, с нами дружат, и они приходят к нам, где можно с ними пообщаться, пофотографироваться, ну, тоже очень интересно. Вот следующая у нас форма – это составление из пазлов стихотворений наших русских поэтов. То есть вот кусочки есть, пазлы, да, со словами, и надо собрать какое-то стихотворение. Газетно-газонный флешмоб. Ребята на травке, у нас есть книжный дворик замечательный возле библиотеки, небольшой, но тем не менее. Они располагаются и читают периодику. Экспресс-опрос позволяет рассказать деткам о 3 своих любимых книжках. Ну и мастер-классы, конечно, как без мастер-классов. Вот это очень интересное, замечательное мероприятие «Спортивное лето» в библиотеке. Мы не только приглашали спортсменов, ребята встречались, был такой формат вопрос-ответ, было очень интересно, но и устраивали активные подвижные игры. У нас за библиотекой во дворе замечательная площадка волейбольная, и ребята собирались и дружно играли в волейбол командами. Но было замечательно, просто здорово. Прежде всего, ребята, очень много ребят у нас там во дворе живет, за библиотекой. И приходили даже с других районов, даже с орбиты приезжали, даже с Эжвы приезжали ребята, мы спрашивали. Хотя это район ЖД вокзала. Район ЖД вокзала, да. То есть настолько это было здорово. Вот такие формы активные, очень привлекательные. Вот здесь написано ряд мероприятий, которые тоже у нас включены в программу были. Видите, очень много мы обращаем внимание на развитие ребят интеллектуально, умный досуг. Не только поиграть, не только побегать, попрыгать, но и немножечко подумать, что-то узнать, может быть, посоревноваться в знаниях. Вот различные интеллектуальные игры. Причем интеллектуальные игры не только для взрослых ребят с 14 там, лет, 16 и так далее. Буквально с 6-7 лет и далее у нас на каждую категорию детей у нас рассчитаны. Вот Quiz Kids это для совсем небольших, то есть первоклашки, пожалуйста, приходят, очень интересное для них мероприятие. Там и ребусы, там и надо вот угадать картинку и так далее. Ну, в общем, всякие интересные. Вы видите здесь и краеведческие игры тоже очень, да. У нас, кстати, замечательная есть коллекция экспонатов. Нам один читатель, друг библиотеки, передал коллекцию экспонатов прям вот. У него родовое гнездо, по-моему, в Сыктывдинском районе, и у него осталось очень много предметов народного быта, таких вот действительно аутентичных, да, и очень самобытных. И у нас скопилась очень интересная коллекция, и мы ее используем очень активно, рассказываем детям, и даже дети, что-то вот делают. Например, в ступке можно что-то потолочь, там чем-то можно там, да. Вот активно работают и понимают, как вот раньше в старину люди жили и пользовались этими предметами.
Познавательные программы, опять-таки, мы рассказываем детям об астрономии, о животных, о воздухоплавании, но все что угодно. То есть все интересно, все привлекает внимание. Конечно же, День русского языка и Пушкинский день России – это для нас тоже главный праздник. Он сразу идет за Днем защиты детей, поэтому, конечно... И связан напрямую с литературным творчеством. Пушкин, конечно, это наше все. И вот я вам говорила про геймшифтинг, вот вы можете увидеть на фото, это у нас не на улице, а в зале, да, расчерчены вот такие вот стрелочки, номера, большие кубики, и, ребята, а вот здесь вот слева на фотографии один из вопросов по сказкам Пушкина. И, ребята, ну, очень интересно, очень интересно. Вот это для малышей, а, например, по Достоевскому мы проводим уже для старшеклассников, тоже здорово. По-всякому. Ну, вот это интеллектуальные игры, мы видим, что ребята взрослые и довольно популярны, хотя вы видите, что это из программы школьной, да, предметы, русский язык, литература, но настолько интересно. То есть мы стараемся ребят заинтересовать, чтобы они не думали, что это скучно, что я в школе вот учусь, мне так надоели эти предметы. А вот он приходит и видит это немножко по-новому. А что интересного, что занимательного? Ведь очень много интересного в любом предмете может быть, да? Такие же интеллектуальные игры, колесо фортуны по разным предметам. Вот видите, справа у нас портрет Чехова, такой забавный, да? Это у нас логотип такой интеллектуальной битвы Чехов-квиз. Раньше мы посвящали, первые были посвящены Чехову, но потом мы пошли по разным совершенно. Там и география, там и история, там и все что угодно. Но настолько с удовольствием ребята участвуют, она динамичная, интересная командная соревновательная игра. Несколько раундов. Ну вот это здорово. Вот тоже это уже новая игра «Революция ума», тоже вы видите на экране у нас ребус, надо его отгадать. Ну всякие интересные конкурсы, вещи такие вот, которые требуют, наверное, сосредоточенности и да, проявления всех своих качеств интересных. Ну, тематические игры, кстати, тоже интересуют ребят, и экологические, и очень популярная игра по страницам Великой Отечественной войны. Ребята, оказывается, ну, они проходят по истории, да, но многие вещи, ну, не знают, да, и их это довольно, им это интересно. Ну, вот правовая игра. Тоже здорово, тоже необходимо. Это тоже новые игры, которые у нас были на нескольких площадках сейчас протестированы. Вот сейчас мы их будем уже летом, пожалуйста, ребята будут приходить и играть литературный дартс. Это, кстати, вот это литературный дартс, это по коми-литературе. Тоже мы хотим представить коми-литературу интересно. Очень много интересного. Эмодзи-марафон, тут опять-таки все зашифровано, надо тоже вот по литературе, да, связано с русской литературой и зарубежной, надо понять, расшифровать, дать правильный ответ. Как такие интеллектуальные ребусы, да? Да, вы знаете, как интересно. И главное, я присутствовала в качестве жюри на нескольких вот таких мероприятиях, насколько им нравится. Даже вот приходит класс, ну видно же, приходят ребята, которые, ну, может быть, интуитивно, вот их, наверное, учительница заставила, они пришли. Тут они пришли, и тут они втянулись в работу, и потом уже настолько им интересно, и настолько вот им хочется победить, и настолько они спорят, и вот, да, приходит вот это вот коллективное решение у них по каждому вот раунду. Здорово, здорово просто. Татьяна Олеговна, можно вам задать сразу да, вот по ходу конечно, вопрос? Конечно, давайте. Вот как в какой-то степени и литературоведа, да, и сотрудника библиотеки, очень много у вас иностранных слов. Как-то вот это вот... Вот иностранные, да, вот вы знаете, вроде Пушкинская неделя, да? Да, вот... ну вот... Или как-то вот вы в духе современности? Да,
Скорее всего, да, потому что молодежь, она понимает вот эти вот, сленг, который, конечно, мы не используем, но поскольку мы работаем с молодежью, приходится как-то вот подстраиваться немножко под это. Выходить из положения. Пушкинский язык я сама очень люблю, я бы в жизни этих слов. Ну вот приходится, да, потому что вот они идут и на это идут. Они идут и на это. Это какие-то наши вот уже уловочки, наверное, по отношению, по отношению. Да, чтобы привлечь, чтобы заинтересовать. Да. Ну вот различные, вот вы видите другие формы, приемы, которые вот здесь и история. Кстати, очень интересная сейчас новая литературная игра «Книжный Сыктывкар». Это, с 12 лет, наверное, ребятки могут участвовать. Это Сыктывкар в литературе, в книгах. Очень здорово для жителей Сыктывкара. Ребята узнают свой город, да? Это замечательная, интересная игра. А квест по улицам Сыктывкара тоже он у нас проходил уже. Значит, команды записываются у нас в группе ВКонтакте, подают заявку. И собирается несколько команд, и в какой-то из дней они путешествуют по городу, каждая команда по своему маршруту. Вот, по арт-объектам города у нас составлен маршрут, выполняют задания, и собираются они, финишируют возле нашего арт-объекта, возле библиотеки у нас памятник, такой арт-объект «Цветущая книга». Интересно. Да, и вы видите тоже краеведение. Все, конечно, у нас это развивается, и все пользуется популярностью, вот эти темы. Да, вот мы говорили про литературу, мы говорили про классику. Наверное, сейчас популярность классики несколько снижена у ребят. Вот мы, кстати, проводили исследование в 2015 году «Мир чтения молодежи Республики Коми». Очень интересно. Непростое отношение к классике, оно полярное. Некоторые произведения очень любят и читают, некоторые вообще вот говорят: нет, это не мое, это надо забыть, это было давно, оно неинтересно, скучно и так далее, не актуально. Вот, и тем не менее мы хотим развить интерес ребят к классическим произведениям и показать, что классика не такая и уже как бы старомодная и так далее, то есть ее на какую-то современную для ребят почву, да, поднять. И поэтому вот такие вот и интерактивная игра, не скучная классика, то есть показать, что эти люди жили, и проблемы у них, собственно, такие же, как у нас. Да. Татьяна Олеговна, я так думаю, что согласятся с нами те, кто нас смотрит. Мы же прекрасно с вами понимаем, что к классике ты в какой-то определенный момент приходишь. Кстати, хочу сказать. В 20 лет ты смотришь вот вы на одно произведение. Юлия Владимировна сказали. Да. Дальше рассказываю по исследованию. После 25 лет повышается интерес к классике у молодежи. Начинают перечитывать ее. А они ее читали, они были, 14-летними. Конечно. Он ее не понимал. Он ее не понимал. А ребята начинают читать после 25 и пишут: боже ты мой, я столько открыл интересного, я столько открыл. А вот мы пытаемся все-таки вот понять, показать, что это такое. А вот классика за рамками учебника — это действительно внеклассное чтение, рассказ о тех писателей, о тех произведениях, которые в школе не проходят. Вот, наверное, так. В общем, вы видите, что очень много можно дать детям. Это для малышей, да, от 7 лет. Здесь идут сказки, здесь идут мультфильмы, здесь идут научно-популярные какие-то познавательные мероприятия. Все с элементами интерактивности. Вот поэтический баттл, вот эта форма очень интересная. Читаем Крылова. Ребятам даются басни, и кто лучше, артистичнее у нас прочитает. Да, соревнуются ребятки такие, вот от 10 лет. Да, отдельная у нас пласт — это мастер-классы. Мастер-классы очень любят работать руками, хотя, конечно, сейчас ребята все в гаджетах, но тем не менее, вот если они приходят и видят, что можно что-то сделать интересное, а сейчас интересные мастер-классы, интересные техники, ребята садятся, что-то делают и получают удовольствие. Вот видите некоторые
некоторые мастер-классы, которые у нас есть. И вот сейчас я хотела бы рассказать о мастерской. У нас такая уникальная мастерская в библиотеке «Гвоздильный лаб», лаборатория, которая именно открывает для детей, да, это территория творчества разнообразного, работа по дереву. И практикоориентированный характер, вот он как замечательный раз, да? материал дерева. Вот я вам, коллеги, хочу показать те вещи, которые ребята у нас сделали. Видно будет, да? Я так вот это замечательная лось. У нас не только лоси, у нас и медведи, и зайцы, и все остальные. Это пазлы, которые объемные вырезали ребята. У нас есть электролобзик. И ребятки сами вырезают вот таких замечательных зверушек из дерева. Да? Дальше у нас есть вот такие вот кулончики. Они выжигают по дереву, да, и вот такие вот кулончики делают вот у нас. Видите, вот, да, вот оно, рисуночки совершенно разные. То есть они могут сами дизайн придумать. Так, а вот это, например, вешалка. А вешалка это рисунок по дереву. То есть аппликация, да, горячая аппликация по дереву, а вот эти крючочки сделаны на 3D принтере. То есть они все сделали, да, на 3D принтере. Вот, пожалуйста, сделали вешалку, такую, какую они захотели, со своими любимыми героями. Вот это очень интересная вот эта техника, она называется, сейчас опять скажу, иностранное слово, стринкарт называется. Это сочетание дерева, гвоздей и ниточек. И получается вот такие объемные, интересные вещи. Ну вот здесь сердечко они сделали, да? Вот переплетаются ниточки, и получается вот так здорово. Ну вот, пожалуйста, у нас тоже, да, и вырезание, и выжигание. Ну вот, кто-то захотел сделать вот такой череп. Ну, 3D принтер. 3D принтер, пожалуйста, вот у нас бюст Антона Павловича Чехова. Замечательно. Да, можно сделать. Причем они приходят со своими различными модельками. Эйфелева башня. Все, что угодно можно сделать. А 3D ручки, вот сейчас мы посмотрим. Вот девочка у нас внизу на фото стоит и показывает свои работы. С помощью 3D ручки можно тоже интересные вещи сделать. А вот наверху фотография, мальчик, вот видите, у него эскиз есть на бумаге, и он выпиливает зайчика. Вот такая вот работа. Очень нравится. Вы знаете, вот они не получают этого нигде. Он приходит, и он с удовольствием работает руками. А выжигание вообще очень дети любят. Выжигание любят. Да, это мы со своего детства помним, что вот это... кроме шуток, выжигание, вот эти вещи, это прелесть. Вот это робототехника. Мы совершенно недавно получили замечательные конструкторы роботизированные. И ребят сейчас обучаем, ребята сами могут как бы вот создавать все это, программировать, и пожалуйста. А вы участвуете в каких-то грантах? Да, Олеговна, это был грант президента. Сейчас, наверное, многих вопросов это грант президента, да. Опять-таки, конструкторы разные, на разный возраст. Вот Arduino самый маленький, и дальше идет как бы возрастные. Вот если сейчас мы запустим видео, буквально небольшое. Сейчас, так, сейчас, секундочку, коллеги. Да, вы посмотрите, что это такое. Ну, ребятам очень нравится робототехника. И ребята с удовольствием, конечно, создают вот, да? какие-то... Да. Ну, вот это вот именно как создавать модельки роботизированные. Не очень слышно, наверное, у нас, да? Сейчас наверное. Ага. Ну вот лего модели. Ну вот такого какого-то создал. Кто это такой? Ну, какое-то насекомое. Все, он небольшой, этот ролик. Так. Сейчас, секундочку. Ага, да-да. Так, ну...
Так, сейчас мы возвращаемся. Да, возвращаемся. Презентация, да? Да, возвращаемся к презентации. Она у нас есть. Так, давайте. Так, да. А, нет. Ой, нет. Что я сделала? Сейчас, коллеги, ничего, это технические заминочки. Это ничего страшного. Сейчас. Так, где-то мы остановились. Так, где-то мы остановились. Так, вот здесь, где-то да? здесь, да. Так. Ну и вот, чтобы ребятки обучались, понимали, как работать с созданием таких моделей интересных, у нас существуют лего-дни. Лего-дни, где у нас ребята собираются и группа обучается созданием моделей и лего-программированием. Вот такие интересные практики, которые успешно работают в нашей библиотеке. Сейчас выведем на большой экран. Юлия Владимировна, выведите на большой, то оно не... Да, так, сейчас. наверное, да. Слайд-шоу, да? С текущего? Да, с текущего. А мы вывели так. Ну вот смотрите, игротека, кстати. Игры замечательное как бы времяпровождение. Игры бывают разные. И игротека тоже в нашей библиотеке давно работает. Дети очень любят играть. Какие игры у нас? У нас более 70 игр в фонде. Да, они есть, выставлены. Пожалуйста, ребятки приходят. Причем игры с 0+. То есть даже малыши, есть для малышей даже. Да, родители приходят с малышами, они уже могут поиграть со своим ребеночком. Вот. Есть игры на одного человека, есть головоломки, игры на одного, а есть на группу ребят, да. Вот какие самые популярные игры, вы их видите. Монополия, Дабл. Вот я сейчас записала, сейчас, подождите, сейчас скажу. Добль, Монополия, Уно, Свинтус, Дженга, Имаджинариум, Боевые маги. И что самое интересное, что шашки и шахматы. Те игры, которые мы играли до нас многие, тысячелетиями, да, очень любят ребята. Вот да, шашки и шахматы очень любят шашки и шахматы. Приходят ребята и играют. Да, и вот я хотела рассказать вам, что у нас не только приходят по 2, по 3, по 5 человек садятся, играют, у нас проходят турниры. Вот вы видите турнир по сборке дженги, турниры по разным играм проводятся, и могут родители прийти с детьми, выбрать ту или иную игру. Вот видите, посмотреть журналы, которые рассказывают об играх. У нас тоже есть такие журналы. Ну, то есть, вот, пожалуйста, такие, да. И мы работаем с 2 городскими клубами игровыми. Мипландия и Мафия, и они у нас устраивают периодически большую игротеку и приглашают всех желающих, то есть любой человек может присоединиться к их игре. Да, это очень здорово, замечательно. Мафию и Монополию, кстати, очень любят сейчас дети. Очень и любят, взрослые. очень любят, да. И, конечно же, как без книг, да, досуг — это и чтение тоже. Вот хочу вам сказать, что сейчас очень популярно у ребяток разных возрастов стала научно-популярная литература. Сейчас, кстати, хочется сказать, что вот эти серии, 2 серии, это у нас Чегостик и Простая наука для детей. Вот они, эти 2 серии показаны. Там замечательные книги по разным отраслям знаний, и для детей, для каждого возраста даются в доступной форме, и эти книги заинтересовывают, очень здорово. Вот подростки у нас любят серии фэнтези. Опять-таки вот эти серии Зерцалия, серии Часодеи, книги Риордана, Гарри Поттер. Он читаем и читаем и читаем, да. Вот такие книжки, ну, приходят, читают. Это девушки от 14 и старше любят вот такую серию Young Adult, это городской роман. А мальчишки их возрастовые, они любят уже научную фантастику. Видите, если подростки помладше, они фэнтези читают, да, а эти уже научную фантастику. Там и Беляев, и Жюль Верн, в принципе.
Ну, вот эта серия книг, она замечательная. Вы, наверное, ее знаете, лауреаты премии Сергея Михалкова, но дети ее не любят брать. Вот сами приходят в библиотеку, нет, берут родители, чтобы читать деткам и заинтересовывать деток вот в этой литературе. Но вот эта серия замечательная. И, конечно же, еще хочу сказать о комиксах. Комиксы... А раньше они не считались даже литературой, это что-то непонятное, это какие-то картинки с надписями, да? Сейчас это тоже направление набирает сейчас, кстати, обороты родители, огромные. да, я хочу сказать, что родители стали серьезнее относиться к этому, они понимают, что это литература. У нас большой фонд сейчас комиксов, причем от 0+. Вот хочу сказать, какие у нас комикс 0+, это дневники Вишенки. 6+ читают Диснея, Астерикса и Обеликса и Хильду, вот самые такие продвинутые, да. 12+ любят супергероев. Вот, ну комиксов очень много. Вселенная Марвел сейчас она очень популярна у всех, да, потом и у взрослых, и у детей. Комиксы, манга, конечно, японские комиксы, часть детей есть. Вот и хочу сказать, что сейчас комиксы стали поступать, созданные по классическим произведениям. Вот, кстати, мы говорим о классике, как заинтересовать в классике. Комиксы есть по классике, по Достоевскому, например. Довольно неплохие, качественные. Сложно представить пока. Очень сложно. Да. Вообще, вы знаете, сложно читать комиксы. Я открыла комикс, но мне сложно читать. Вот кажется, что картинка и текст небольшой. Но это надо как-то постигать. Ага, это точно. Все, вот спасибо большое, что вы меня слушали, что вы были с нами. Огромное спасибо Татьяне Олеговне. Да. Особенно хочется поблагодарить ее, что она в день библиотечной системы, в праздник, да, в день библиотекаря, сегодня 27 числа, а также в день города Санкт-Петербурга, две такие яркие даты мы сегодня, да, отмечаем, нашла время прийти к нам, да, и поделиться своими формами. С большим удовольствием, спасибо большое. Да. Очень хочется надеяться, коллеги, что вот эти вот формы вы будете использовать не только в день празднования, да, 1 июня, Дня защиты детей, но и в какие-то другие, да, праздники. Вот. Но сегодня у нас, видите, день посвящен именно Дню защиты детей, да, и мы сейчас вернемся немножечко, да, в презентацию, к сожалению, которая у нас технически не пошла. Вот я так думаю, что сейчас будет все в порядке, и мы с вами еще раз окунемся в исторические аспекты празднования 1 июня и с каких времен этот праздник у нас пошел, что такое Конвенция о правах ребенка, какие же вообще права есть у ребенка, так же, как и у всех у нас. Да? Ну и потом еще немножечко я вам скажу про акции. Вот уже Татьяна Олеговна говорила, какие есть интересные социальные акции. И вот я закончу тоже этим моментом. Да? Так, сейчас, секундочку. Плохо слышно, да, коллеги? С целью привлечь внимание взрослых. Давайте мы вот так. Учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребенка 20 ноября, Международный день невинных детей, жертв агрессии 4 июня и День защиты детей Африки 16 июня. День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образование, защиту от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году. На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная СССР 13 июля 1990 года. Права детей в России защищает Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 1998 года.
Он устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Государство признает детство важным этапом в жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права нерожденных детей на жизнь в различных странах мира – США, Чехии, Литве, Белоруссии. Они собираются 1 июня или в один из ближайших дней, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов. В России также проводятся акции против абортов, такие как автопробег, крестный ход, марш, митинг, молебен, пикет, просмотр фильмов с последующим обсуждением, раздача информационных материалов, приостановка абортов медицинскими учреждениями и другие. В Санкт-Петербурге к Международному дню защиты детей приурочена акция «Белый цветок», которая при поддержке правительства Санкт-Петербурга проводится на ежегодной основе с 2012 года. Цель акции – сбор средств для тяжелобольных детей и привлечение внимания общества к проблемам онкологии. Мы уже сегодня... Так, сейчас, секундочку. Так, нас видно, надеюсь, да, коллеги, и слышно? Мы уже сегодня много говорили о том, что действительно 1 июня – это больше благотворительный день, это день благотворительных акций. И хотелось бы, коллеги, с вами поделиться вот таким интересным фактом. В нашей стране День защиты детей традиционно уже много лет отмечается под покровительством Российского детского фонда. И главными гостями всегда во всех городах, во всех регионах, во всех муниципалитетах обычно становятся многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных семей и, конечно же, все остальные ребята. Также приглашаются почетные гости. Это и политические деятели, да, из мира культуры, искусства, кинематографа. У Международного дня детей есть даже свой флаг. Вот это вот интересный такой факт был новшеством. Может быть, Татьяна Олеговна знала. Вот для меня, например, это было... Нет, не знала, да, честно, было, для меня это... такой вот новостью. Мы сейчас вот с вами посмотрим. Обратите внимание, да, есть свой флаг на ярко-зеленом фоне, который символизирует гармонию, рост, плодородие, жизнь. Вокруг значка планеты Земля кружится в хороводе фигурки детей. Белая, желтая, красная, синяя и черная. Фигурки ребят символизируют многообразие религий, национальностей и толерантность, конечно. А эмблема Земли, помещенная в центре, это наш общий дом. И, конечно, мы должны, коллеги, с вами говорить еще и о том, что... Так, сейчас мы закроем. Говорить должны о том, что действительно сейчас век информации, век глобализации, да, век того, что дети живут с гаджетами, с компьютерными играми, порой очень жестокими. Ребенок в каждой стране, неважно какого цвета он цвета кожи, какой религии, в какой стране он живет, да, он подвержен разным опасностям. И безопасность ребенка на нынешний момент вышла уже на такую высоту, и действительно это огромнейшей нашей задачей является и педагогов, и родителей, и социальных педагогов, и учителей, и любого взрослого человека, который окружает ребенка в мире, в социуме. Вот мы должны обязательно отметить, что в разных странах у детей есть, конечно, и опасности разные, да, это могут быть и военные конфликты, и недостаток чистой питьевой воды и голод, невозможность получить образование, раннее сексуальное развитие, которое ведет тоже к ряду и негативных в том числе моментов, такие вещи, как буллинг или травля в школе, наркотическая зависимость, компьютерная зависимость, разрушение традиционных моделей и устоев. Если раньше об этом просто криком кричали только восточные страны, да, такие как Китай, Япония, то сейчас и европейцы, и россияне
и американцы просто кричат о том, что действительно традиционные свои устои семьи, да, есть факты, о которых мы не будем говорить, что сейчас происходит, да, понимаем, и в полуролевых каких-то отношениях, да, что с этим сталкиваются дети. И вот я, коллеги, хотела показать вам еще один интересный ролик о самых простых таких вот аспектах безопасности, с которыми сталкивается наш ребенок. Этот ролик, кстати, создан был в Республике Коми нашими специалистами, представителями МЧС, ГИБДД, социальными структурами. Мы все когда-то были детьми, стремились к новому, изучали, познавали, развивались. Мир может быть разным, открытым и интересным, непонятным и пугающим. Безопасный мир – это не только отсутствие опасности, это еще и возможность изменить ситуацию. А для этого нужно научиться задавать себе вопросы: а что, если? А что, если... А что, если... Секундочку. Почему-то у нас не срабатывает. Так. Вот обратите внимание, коллеги, да, какой вроде бы всего 2 минуты длится ролик, да, а сколько моментов актуальных он поднимает, да, для каждого из нас, для каждого взрослого, да. И сегодня мне бы еще хотелось, коллеги, вам, может быть, кто-то из вас удивится, но так как у нас сегодня и день библиотек, и все-таки мы как-то связаны, да, с литературой не только сегодня, да, и литература – это и способ выражения того, что у нас внутри, в том числе и у детей. Хотелось бы сегодня вам зачитать стихотворение 8-летнего мальчика. Стихотворение это донес до мира и до всех нас известный психолог, может быть, вы, наверное, вы его, скорее всего, знаете, Леви, о том, что такое, я так думаю, тепло, одиночество. Может быть, кто-то из вас с этим стихотворением уже знаком. В морозный зимний вечер, когда легли мы спать, замерзший человечек пришел в окно стучать. «Впустите, дайте валенки!» Стучал, 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 но был он очень маленький, никто не отвечал. Тогда он догадался, как много сил в тепле. Он прыгал и катался, и плакал на стекле. Он слезы здесь оставил, врисованные в лед, а сам совсем растаял и больше не придет. 8-летний ребенок, вот такие строки. И я так думаю, каждому из нас, кто является матерями, педагогами, просто открытыми людьми, да, которые понимают, стараются понять душу ребенка, мы должны с вами, коллеги, задуматься, я так думаю, о том, чтобы дети, если и писали стихи, да, то они, наверное, и не были бы такими, может быть, горькими. И действительно, чтобы каждый из нас понимал, насколько для ребенка
важно тепло, дом, в котором он хочет жить, люди, близкие, дарящие это тепло, любовь, доброта. И если кто-то из вас захочет вот данное стихотворение использовать в своей практике, поверьте, мы уже делали это на курсах неоднократно и читали и детям, и подросткам. Это трогает всех до глубины души, и каждый где-то заставляет себя задуматься, да, вот о важных каких-то вещах. И сегодня, чтобы вот не совсем на такой печальной ноте, да, завершать нашу встречу, хотелось бы, коллеги, сказать о том, что действительно сейчас очень много акций проходит в каждом регионе, и в нашем городе, и на уровне Российской Федерации. И вот Татьяна Олеговна сегодня рассказывала о том, какие есть акции даже вот и у них в организации, да? Да, конечно, все вот. присоединяются. Да, сегодня я интересную информацию, коллеги, хотела еще вам преподнести. Как самые известные бренды, работающие в том числе и через интернет, онлайн, не только офлайн со всеми нами, какие акции представляют они, да, и какие это организации. Так и называется «Идеи для контента в День защиты детей». Итак, Сбербанк, да, к 1 июня Сбербанк подготавливает несколько проектов, часть которых связана и с кибербезопасностью, в том числе и для детей. Почта России в рамках праздника запустила специальный видеоконкурс для детей. Сеть магазинов «Пятерочка» подняла тему насилия в семье, поддержав кампанию «Говорящие предметы». Теле2, да, известный всем сотовый, да, оператор, телеком-оператор Теле2, решил детям дать небольшой совет бесплатный, то есть там есть телефоны, да, по которому ребята могут позвонить и задать любой вопрос по поводу сотовых операторов, интересных каких-то новинок Теле2. Союзмультфильм тоже озаботился отношением между людьми и взрослыми. Студия подготовила карточки с героями мультфильмов для осознанных родителей. Да? То есть у них есть свой сайт, пожалуйста, можете обращаться. Почта Mail предлагает родителям проверить свои знания об интернет-безопасности, чтобы понять, насколько они сами готовы ко встрече с мошенниками, а также подготовить к этим встречам, в кавычках, детей. Да? И запустили специальные тест-игры. Google, всем нам известный, да, поисковик, презентовал свой праздничный дудл и поделился мечтами о детских улыбках. Да? То есть это специальные такие контент-акция. Известная компания оптовой продажи Wildberries, один из постов Wildberries 1 июня был посвящен стильным мамам и дочкам. Альфа-банк. Команда Альфа-банка опубликовала ролик, в ходе съемок которого предложила родителям, сотрудников компании рассказать, чем занимаются их дети и как они относятся к тому, чтобы работы порой слишком много. Да? Тоже можете обратиться на их сайте, посмотреть эти ролики. Детские деревни СОС. Благотворительная организация «Детские деревни СОС», которая помогает детям-сиротам и детям из неблагополучных семей, выпустила ролик о значении слова «мама», которое, конечно же, нужно смотреть больше взрослым людям, да? В котором приняли участие и знаменитости наши, да, российские. Социальная сеть «Одноклассники» объявила о неделе детства в поддержку Международного дня защиты детей. Мегафон подготовил подборку продуктов и сервисов для детей, чтобы родители могли открыть ребенку мир диджитала. Алиэкспресс, тоже известная, да, торговая сеть. Алиэкспресс отметил, что День защиты детей совпал с началом каникул, а значит, это отличный повод купить малышу подарок. Да? То есть у них вот такая вот акция запускается, и, насколько я знаю, там максимальные скидки какие-то теперь у них есть. И Organic Shop. Organic Shop запустил конкурс, в котором призвал творить. Весь июнь можно было приносить рисунки, поделки именно на эко-тематику, да, и заявить о себе миру. Вот такие вот интересные акции, коллеги, в этом году мы могли найти для вас
прочитать о них, и я так думаю, что вы, наверное, тоже к этому обратитесь. Вот. Ну и на этой ноте мы, наверное, с вами простимся. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, в чате вы можете задать их, и потом мы обязательно прочитаем, ответим на них, и можете также и отзывы свои оставить о сегодняшней нашей встрече. Всех вас с наступающим праздником Дня защиты детей. Дарите детям как можно больше любви, внимания. Помните, что это действительно наша самая большая радость, ради которой все мы живем, трудимся, делаем все каждый день. Вот все, буквально все, что мы делаем каждый день, это все ради будущего, ради того, чтобы жили в счастье, в покое наши дети. И мирного неба всем вам над головой. Да, замечательное пожелание, присоединяюсь к ним. Да. Всего хорошего, коллеги. До свидания. До свидания.